8 июля. Иссык-Куль, город Балыкчы, стрельбище Эдельвейс. Прибрежный бриз озера вновь встречает участников на этапе Иссык-Кульская миля. Еще не успели остыть винтовки от прошлых соревнований, а Федерация снайпинга Кыргызской Республики уже подготовили новый этап для участников. Все стрелки собрались и в предвкушении тяжелого дня готовятся к упражнениям. А готовиться есть к чему. В этапе Иссык-Кульская миля заявлено 5 зачетных и 1 незачетное упражнение. Все зачетные упражнения классифицируются в третьем модуле, то есть сегодня стреляют только сверхдальние дистанции от 1 километра до 1600 метров. Прозвучала команда на сбор, и все участники отправляются слушать брифинг от организаторов. В прошлых соревнованиях мы какие уроки взяли? Значит, теперь у нас на 6 гонгах, самых дальних 6 гонгах, стоит электронная фиксация попадания на гонги. Это у нас есть специальный планшет у оператора, он смотрит даже, он даже показывает, в какое место гонга, да, попала пуля. Это стоит на 6 гонгах, на остальных гонгах стоят у нас Кестрелы Т-1000. Мы специально вот в США закупили, вот то, что Паулюс рекомендовал. Вчера тоже проверили, вот эти световые работы эффективно, то есть на 1000-1200 метров стоят Кестрелы, все, что выше 1200 стоит вот эта электронная система попадания, да, разработанная здесь в Кыргызстане, получается. Плюс еще мы поставили на 2 дистанциях стоят еще, да, наши операторы стоят, у каждого из них есть труба. Кроме вот этого визуального, еще есть операторы, которые стоят на дистанции 300 метров от мишеней. То есть они стоят вот в этих оврагах и по рации будут передавать попадания. Поэтому я думаю, мы достаточно сейчас как бы защищены от, как сказать, ошибочного, да, ошибочных решений, потому что и там есть и люди, и еще есть вот эта электронная система фиксации. Поэтому надеюсь, у нас сегодня все пройдет гладко. Вот хотел вас всех попросить обратить внимание на безопасность стрельбы. Как всегда, продолжение наших соревнований зависит от того, насколько мы серьезно будем относиться к безопасности как бы стрельбы, да. То есть манипуляции делайте в специально отведенной зоне. Так что большое спасибо. Сегодня всем удачных выстрелов и хорошего настроения. Ввиду того, что у нас дальние дистанции, на каждом упражнении допускается участие корректировщика. Это на усмотрение стрелка. Если у кого-то нет желания привлекать корректировщика, это опять же по желанию. То есть корректировщик должен быть один. Только он может заходить в зону выполнения упражнения. Если иное не доводится по брифингу на месте выполнения. Остальным участникам, гостям, посетителям, друзьям запрещается. Помощь стрелкам, которая оказывается вне вот этих указанных правил, считается как нарушение. Все участники разошлись на позиции, а мы напоминаем вам, что за результатами участников можно следить онлайн в режиме реального времени на официальном сайте Tekla Scoring System. Подробнее об этапе. В сегодняшних соревнованиях приняли участие 35 стрелков. Этап состоит из 6 упражнений. Первое упражнение – холодный выстрел плюс жетон. Задача стрелка – по сигналу лечь и одним выстрелом поразить бумажную мишень с 2 зачетными зонами, расположенными одна в другой. А. С диаметром 7,5 см и Б. С диаметром 12,5 см, находящийся на дистанции 220 метров. Затем вторым выстрелом поразить металлический жетон размером 2,8 на 5 см на дистанции 150 метров. Время на стрельбу – 30 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещено использовать дополнительные жесткие опоры. Внимание! Упражнение не входит в зачет. Да, у меня первое преследование на 150, 220 и 150 у меня хорошо получилось, я попал, и жетон тоже попал. А long range, здесь стреляем мы 1400, 1500, 1600 же, да, миля. Поэтому надо там много подготовиться, да, много надо стрелять. Узнать, чтобы падение пули, и ветер надо узнать. Тяжелое соревнование, не так, которое вот у нас мы участвуем же. Дисциплина long range
Вообще отлично. И это упражнение тоже. Мы раньше не стреляли, вот этот суета не стреляли, окоп не стреляли, да? Вообще-то отлично. Все. Ложи, потому что у меня охотничий ложи был. Раньше охотничьим стрелял, да? Всех соревнований на охотничьем винтовке участвовал. А сейчас вот тактически, да? Ложи поменял. А 6,5 Creedmoor для спорта это вот отличный калибр. А можете рассказать про какой у вас шаг нареза? Да, у меня 8/1. 8/1 нарез. Пуля здесь использую я Гранаде. Использую Eld Match 147 грейн, да? Второе упражнение. Шеврон плюс. Задача стрелка. В положении лежа последовательно от ближнего к дальнему поразить по одному разу 3 гонга размером 75 на 45 сантиметров на дистанциях 1000, 1100 и 1200 метров. Максимум 2 выстрела на один гонг. Время на стрельбу 120 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещены дополнительные жесткие опоры. Допускается участие корректировщика. Промах! Переход! Промах! Бешке. Корпус өйді, анан сол қора қалсаң, сол жағы иінін мейлесең. Солға тиді. Оңға тиді. Сол жағы. Обшет көріп еді. Промах! Переход! Промах! Да. Пока не буду брать. Я участвую в турнирах 2021 года. Это мне превратилось как в хобби. Я первый раз в этом на Иссык-Кульском миле. До этого в прошлом году не участвовал, но хотел в этом году попробовать. Но впечатление отличное. Это развивает человека. У меня калибр 308, итальянская Sabatti Evo Tactical. В армии твой ствол. Менял только магазин, потому что у них базовый идет 3+1 обойма. Я на 10 переделал. И все. И планку отпустили, то есть снизили на вот 20 градусов и все. Основной ветер здесь. В Балахче у нас самый большой враг, у нас тут ветер. А так дистанция достижимая, но главный ветер здесь, враг у нас был. А вообще попадали до этого на дистанции? Да. 1200, Да, 1300? попадал, да. А у вас главная проблема, вы считаете, что ветер, да, все-таки был? Ветер, конечно. То есть вы там, может, неправильно корректировки, да, поправки внесли? Ветер постоянно менялась, потом корректировка не актуальна стала. Если поправку сделаешь, есть в течение минуту даже, ежеминутно менялась там, ветер, сила ветра, то есть направление, сила ветра менялась. Поэтому тут нереально было. Тут не только я, больше команда, тут 35 человек участвовали, больше из них из-за этого только не попали. А какую оптику используете? Vortex Strike Eagle 5.25. Хорошая оптика. Вам ее кто-то порекомендовал или вы? Да, с федерации наши же вот эти коллеги порекомендовали. А на какой кратности стреляете? Или сегодня вообще стреляли? Так, в основном с 25 и 15 между ними стрелял. Третье упражнение.
Окоп. Задача стрелка. Из окопа последовательно от ближнего к дальнему поразить по 2 раза. 3 гонга с диаметром 40, 50 и 50 сантиметров. На дистанциях 1080, 1140 и 1240 метров соответственно. Переход осуществляется только после двухкратного попадания в гонг. Максимальное количество выстрелов 8. Время на стрельбу 120 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещены дополнительные жесткие опоры. Допускается участие корректировщика. Нет, нет. До попадания. Промах. 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 Забей, мать. Промах. Промах. Закончить. Разрядить магазин. Окоп я слил. Слил, ну, не знаю почему, пока не могу сказать, в чем причина. Но упражнение пинг-понг из 6 выстрелов 4 попадания на 1000 и на 1050 метров. А как вообще в целом именно дисциплина long range, только дальние дистанции? Дальние дистанции. Здесь нужно почаще тренироваться. Ну, здесь у многих стрелков проблема на дальней дистанции. Ну, а нет такого, что вам, например, больше динамика нравится, типа движка? Нет, мне long range больше нравится, чем динамик. Ну, я так думаю, всем стрелкам. А на какой кратности вы стреляете? Кратность где-то на 15 кратах выходит. 15? Чтобы видеть, куда пуля попала, чтобы сделать корректировку по сетке. Я здесь уже второй раз. Первый раз я стрелял с 308 калибра. А сейчас я поменял, у меня кастом на 65 Creedmoor с него. Поменял прицел, что очень сильно помогло сейчас мне. А почему решили поменять? Прицел? Да, Винтовку. Да. Ну, первую винтовку мне брат подарил, старший Айдар. Я с него стрелял 308 калибр был. И на таких дистанциях он малоэффективен. И полгода назад у меня пришла идея, как бы до этого дорос уже, что надо менять калибр. У меня кастомная винтовка 65 Creedmoor. И вот вроде бы неплохо выступаю. Там, получается, это Blazer, на базе Blazer Евгений Виткин сделал калибр. Ложе у меня Акила и прицел ЗСО 8х40. Вообще, как обучаетесь снайпингу, стрельбе, какая-то дополнительная, может, литературу читаете? Видео смотрю в основном. Западные стрелков, по ним изучаю в основном. Четвертое упражнение. Пинг-понг. Задача стрелка. В положении лежа поразить максимальное количество раз 2 гонга с диаметром 40 см на дистанциях 1000 и 1050 метров. Смена цели, гонга, осуществляется после каждого выстрела, независимо от попадания. Максимальное количество выстрелов 6, время на стрельбу 120 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Наблюдаю. Ветер усиливается. Есть попадание. Попадание, переход. На 1000 метров есть попадание. Ветер усиливается.
150. Переход. Ветер усиливается. На 4 часа 50 сантиметров. Ветер усилился. На 5 часов полметра. Промах. Переход. Ветер стих. На 8 часов полметра. Промах. Переход. Ветер усиливается. Если закончил, разрядить, показать. Упражнение пинг-понг — это было в нашем скваде первое упражнение. Я стрельнул, там получается дистанции 1000 и 1050 метров. Стреляешь на 1000, потом на 1050. Попал, не попал, переход. Я с первого раза попал на 1000, потом с первого раза попал на 1050. И потом 5 раз промазал. 3 раза промазал, получается, и на этом остановился. Лонг-рейндж очень интересный, но это соревнование для больших калибров, скорее всего. У меня 6,5 Кридмор, поэтому я бы как бы не сказал, что это вот мои дистанции, да. 1000-1200 я попадал, а вот дальше уже все, уже тяжело попасть. Тем более таким сильным, да, порывистым ветром. А как-нибудь готовились к этим соревнованиям предварительно? Да, мы готовились с друзьями на полигоне Искандер. Там 1000, 1100, 1200, 1480, там были вот разные дистанции, мы там простреливали. Но однако там такой момент есть, ветер. На полигоне Искандер ветер намного слабее, и он однотипный. Ну, если его сравнивать с этим ветром, он более предсказуемый, да. А здесь ветер такой тяжелый ветер. Ну ничего, соревнования проходят хорошо, интересно. А как вообще стоит стрелять при таком сильном ветре? Есть ли какие-то лайфхаки, либо там, не знаю, Лайфхаки? нюансы? Да. На что стоит обращать внимание? На что обращать внимание? Ну, обращать внимание только правильно считать ветер, наверное. Больше я бы не сказал. Ну, те упражнения, где я, допустим, правильно вычитывал ветер, те я попадал. А вот где я неправильно вычитывал ветер, там у меня промахи, да. А на какой кратности стреляете и почему? На кратности я стрелял, в обед, где-то часов 12, я стрелял на 8 кратах. На 8 кратах все четко, нормально видно. Мираж, конечно, есть, но видимость намного лучше, чем на большой кратности. А вот после обеда уже более-менее мираж, чуть-чуть меньше миража, я стрелял на 10 кратах. Пятое упражнение. Суета. Задача стрелка. В положении лежа поразить максимальное количество раз гонг с диаметром 40 см на дистанции 990 метров. Сложность заключается в том, что после третьего выстрела стрелку придется подойти к корректировщику, находящемуся на расстоянии 10 метров, за дополнительными патронами. Максимальное количество выстрелов — 6. Время на стрельбу — 120 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещены дополнительные жесткие опоры. Жарым корпус.
Чеки! Здесь ветер очень сильный, и дистанции только на дальние дистанции стреляем, поэтому здесь опыта на дальние дистанции набрать можно очень так скажем, очень много опыта. Попаданий не так много, как мы хотели, но рост, чем в прошлом году, в этом году попаданий много довольно. Ведущих. Подготовка, да, отличается подготовка. На это соревнование готовились только на дальней дистанции, с учетом ветров, с учетом давления, температуры, давления воздуха. В целом тренировали все свои мозги, так сказать, не только практика. А вообще можете вы как-то каким-то секретом поделиться, как стрелять вот при таком сильном ветре и вообще на дальней дистанции? При таком сильном ветре лучше стрелять, если попал с первого раза, это хорошо. Если не попал, лучше корректировать по сетке. Если крутить барабаны или поправлять боковые поправки, на это уходит время, и в это время ветер может поменяться и измениться может в другую сторону. Поэтому стрелять надо сразу по сетке желательно. И знать скорость ветра желательно, обязательно. То есть у нас оптики в основном 20-25 кратностей. Мы используем в основном вот опытные стрелки на дальней дистанции, когда стреляют, 15, 12 или 18 кратов. Потому что, чтобы видно было, куда попали с первого раза, и по нему вот по сетке вынести следующий выстрел. Суета, там время есть, на время стреляли, и 3 выстрела с основной позиции, 3 выстрела, а потом 3 патрона надо было забрать с напарника, который корректирует сзади, примерно 10 метров расстояние. И в тот момент у меня гильза там не вышла со ствола, и затвор не заработал там, поэтому пришлось как-то с камнем его вытаскивать. И торопился, естественно, поэтому чуть-чуть недогадки были. А в целом упражнение для вас показалось сложным или нет? Упражнение немного сложное, немного, так сказать, интригующее, но в целом можно стрелять. Иссык-Кульская миля. Задача стрелка в положении лежа последовательно от ближнего к дальнему поразить по одному разу 3 гонга размером 80 на 80 сантиметров. Дистанции 1400, 1500 и 1600 метров. Переход осуществляется только после попадания в гонг. Максимальное количество выстрелов 12. Максимальное количество выстрелов на один гонг 4. В случае, если на момент попадания в гонг на дистанции 1600 метров у стрелка остаются неотстрелянные патроны в этом упражнении, стрелку разрешается дополнительно осуществить выстрелы, но не больше 4. Время на стрельбу 300 секунд. Разрешены любые мешки в любом количестве. Запрещены дополнительные жесткие опоры. Рома, gördünüz mü? Gördüm. Görmeye kaldım. Anlarka. Görmeye kaldım. Roma. Hayır, görmeye kaldım. Hiç görmeye kaldım.
Рома, gördünüz he? Qaysi joyga tiydi? 4 выстрел oldu. Qaysi joyga tiydi? На 5 часов метр тиді. На 5 часов метр тиді. Переход. Плюсик-то атасы, плюсик-то, оранжевый плюсик. Qarab turasizmi? Ова, қарап там. Рома, на 3 часа. Жарым метр, на 3 часа, жарым метр. Рома, ей! Түгінен өтіп кетті, түгінен. Ветер нормально, ветерге тимелі оғыз, түгінен өтіп кетті. Рома, ветерге кемітіп қойыңызшы, ветерді. Qaysi joqqa ketdi? Солға, 9 часов, түгінен өтіп кетті, 9 часов. Прям жанынан. Все, последний выстрел, 1500-га. Ай, Рома! Блин. На 3 часа прям түгінен өтіп кетті. Переход, 1600. Qarab turasizmi? Ова. Рома, өте көп беріп қойдыңыз. 2 клик низ, 2 клик лево беріп қойылшы. И 2 лево. Элге 2 беріп қойыңыз. Рома, қайра үстінен өтіп кетті, қайырлы тақ үстінен өтіп кетті. Рома, анурака, бергілеш, ровно бір корпус ылды или вынос қылғаш, ровно бір корпус ылды. Bir korpus ылды бердіңіз біле? Я, вынос ылдыңыз, бір корпус? Бүт үстінен өтіп кетті. Вот. Мне посчастливилось сегодня поразить самую дальнюю мишень, в том числе это 1600 метров, чему я очень рад, потому что это действительно для меня была довольно желанная мишень. Мне получилось ее поразить. А кто-нибудь еще поразил ее? Вот на данную минуту пока, по-моему, еще больше никто не попал. Вообще можете рассказать про лонгрейндж? Как вы к нему готовились, к этим соревнованиям? Честно сказать, к этим соревнованиям я готовился абсолютно никак. Я буквально за несколько недель до соревнований сделал себе винтовку. Я свое оружие делаю себе сам, изготавливаю. У меня оружейная мастерская по производству, ремонту оружия. Вот, как мог быстро к ней ее ввел в эксплуатацию, так скажем, пристрелял и приехал сегодня с ней стрелять. В принципе, все неплохо. Единственное, у меня была засада. Я с дуру перепутал изначально винтовки в баллистическом калькуляторе. И целый день стрелял с поправками от другой винтовки. Поэтому нифига не попадал. Но перед самым главным упражнением сейчас я это увидел, эту ошибку, ввел все, что надо в калькулятор. И все начало лететь. Винтовка на самом деле не новая. Она еще в прошлом году сертифицирована была и введена в оборот. Это винтовка Елбирс моего изготовления. Вот. Она кастомная, делается на заказ по необходимым заказчику характеристикам, задачам. Вот. Сейчас я себе сделал к этой винтовке под эти соревнования дополнительный ствол в более тяжелом калибре, более мощном. До этого я стрелял в
в калибре 6,5 Creedmoor. Сейчас я сделал ствол в калибре 6,5 PRC. Он более дальнобойный и более подходящий под это мероприятие сегодняшнее. Ну и вот на 1400-1600 метров, в принципе, отработал очень неплохо калибр. Ну и стволик хорошо отработал. Я доволен. Вы, кстати, как победитель прошлой Иссык-Кульской мили, вот спустя год, можете рассказать, как у вас вообще улучшились навыки стрельбы вообще в целом? Вы знаете, чтобы навыки стрельбы улучшились, их надо улучшать. На самом деле, у меня, к моему величайшему стыду, недостаточно, наверное, может быть, или времени, или, может быть, желания для того, чтобы регулярно тренироваться. Поэтому сильно улучшить свои навыки мне не получается. Но пока вывожу, как говорится, на опыте, наверное, пока его более-менее хватает. Но это ошибочная эйфория, как говорится, потому что наступит день, когда их будет абсолютно недостаточно, чтобы хотя бы в десятку попадать. Потому что ребята тоже растут, все мои стрелки, коллеги, так скажем. И по сравнению с прошлым годом, в этом году результаты у всех намного лучше. Ну и готовить винтовку, то есть винтовка, боеприпасы, все оборудование должно быть надлежащего качества, надлежащим образом подготовлено, и тогда все будет более-менее стабильно лететь. Должна быть стабильность. В стрельбе вообще самое первое, самое важное, что есть, это стабильность. То есть все должно быть одинаково, единообразно. Тогда все летит в одну и ту же точку, куда хотелось бы. И повторяемость присутствует. Поэтому, чтобы стрелять далеко, нужно максимальную повторяемость добиться от своего комплекса, ну и от себя в том числе. Кратность разную. Вот сегодня я стрелял и на 20, и на 27 кратах, и до 40 выкручивал местами, но 40 практически не применил нигде. Все зависит от кондиций, опять же, атмосферных. То есть сегодня был ужасный мираж, прям сильный мираж был, что не позволяло использовать большую кратность. Я бы с удовольствием стрелял бы на 40-й кратности, но в 40-й кратность страшно мылится картинка, ничего не видно вообще. Поэтому приходится уменьшать кратность до 20 или там, до 15 даже иногда, для того, чтобы просто что-то видеть. Поэтому кратность дело такое тоже, оно по необходимости вкручивается, и в зависимости от условий. Все упражнения пройдены, винтовки упакованы, а участники дружной компании накинулись на плов, параллельно бурно обсуждая прожитый день. Всех интересует, кто же сегодня оказался самым метким стрелком. Так не будем заставлять их ждать. 5-е место занял Залкар Касымалиев с винтовкой Daniel Defense Delta 5 в калибре 6,5 Creedmoor. 4-е место Марат Акенов с винтовкой Blazer R8 в калибре 6,5 Creedmoor. Бронзовым призером стал Камильджан Сейтниязов с винтовкой МПА в калибре 6,5 Creedmoor. Серебряным призером соревнований стал Алексей Соловьев с винтовкой Sbroyer Z008 в калибре 7х270 VSM. Золотой призер Константин Ватяков с винтовкой Sbroyer в калибре 300 VSM. Поздравляем всех участников! День был длинный и полный событий. Абсолютно каждый участник соревнования сделал выводы и уже знает, как будет готовиться к следующему. Ну а мы с вами прощаемся. Увидимся на следующих соревнованиях. Всем точных выстрелов, друзья!